Очень приятно вас встретить, Чахай Макарович, здесь, на нашей земле. Конечно, какая-то работа проведена здесь, в школах. Мы ежегодно проводим турниры по шахматам, закупили электронные шахматы, потом организовали какую-то технику по шахматам. Но работа, к сожалению, в этом плане у нас слабо идет по шахматам. Моя цель и задача и мечта, чтобы наши дети научились играть в шахматы. Может, выйдут такие же гроссмейстеры такого уровня, как вы. Вы у нас главный по шахматам в Дагестане и депутат городского собрания, вице-президент Федерации шахмат Дагестана, гроссмейстер международного уровня. Поэтому ваше посещение для нас это очень важное мероприятие. В любом случае, уже ваше посещение даст нам какой-нибудь стимул, оптимизм развития шахмат у нас в районе. У нас хорошие дети есть, хорошие талантливые дети есть, хорошие математики есть. Я помню, когда мы учились в ВУЗе, большая часть, где-то 30-40% студентов физического и математического факультета ДГУ были представители нашего района. К сожалению, математику, информационные технологии, физику уже не идут. Поэтому нам нужно как-то подумать, помимо вот этих единоборств, помимо других этих видов спорта, но шахматы, и вы это лучше меня знаете, конечно, это и развивает мышление ребенка. Вообще это очень полезная вещь. Так же? Да. Поэтому окажите нам помощь, окажите нам содействие. Мы очень рады. Еще раз хочу вам выразить огромную благодарность от всех жителей, то, что вы приехали. Мы хотели вас давно пригласить. И, естественно, будем вместе сотрудничать, будем вместе работать. Спасибо большое. Спасибо большое. Я, во-первых, один из тех редких случаев, потому что вообще первый раз, когда сам муниципалитет, само руководство района и вы как руководитель района и председатель собрания пригласили вообще руководителя шахматной федерации. Я вот с августа месяца я являюсь президентом шахматной федерации. И, конечно, мы сами ищем такие контакты, потому что у нас неплохо дело обстоит в моем родном районе, Буйнакском районе. Там у нас проходит и турнир на мои призы среди взрослых. В прошлом году провели Кубок Дагестана среди детей в Буглене, в спорткомплексе. Неплохо у нас обстоит дело, традиционный турнир будет очередной 19 февраля в Гунибе, в Гунибском районе, на призы Героя России Загида Загидова. Также у нас в прошлом году впервые прошли турниры в Казбековском районе в Дубках при поддержке моего друга Гаджимурада Мусаева. И прошел турнир после долгого перерыва в Унцукульском районе в Шамиль-Кале. В Хасавюрте традиционный турнир, семья Абуковых поддерживает, значит, проводит в честь человека, который кавалер ордена Дружбы народов, Алевдина Абукова, памяти его проводится турнир тоже традиционно. То есть в этих муниципалитетах есть постоянные республиканские турниры. И там шахматная жизнь, она как бы теплится. Но в Махачкале, конечно, Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент в какой-то мере. Сейчас у них последние 2-3 года проблемы в связи с закрытием шахматной школы. Всего шахматных школ у нас фактически реально работающих, можно сказать, 2. Маленькая шахматная школа в Избербаше, хорошая база у них во дворе общеобразовательной школы. И вот наша основная школа Карпова Махачкалинская, где я являюсь директором школы уже 4 года. В этом году, кстати, 15-летие школы, и мы рассчитываем тоже его хорошо очень отметить. Вот Дербентская школа, мы пытаемся ее открыть, потому что там очень много детей хороших вышло оттуда, есть ученики и есть там энтузиасты. Вообще задача максимально шахматы продвигать. Нам очень помогают вот именно такие контакты с руководителями районов и городов, потому что на местах именно вы имеете все возможности и финансовые, и организационные, чтобы и как-то развивать шахматы через ведение в школах этих уроков в рамках исполнения приказа 2016 года Министерства образования, когда было предусмотрено в 1-4 классах 2016 года вести как дополнительный урок или в программу, или, значит, за счет неурочных часов. Это уже на выбор было муниципалитетов вести шахматы. И, кстати, с 2019 года планируется, что будет по всей России такой приказ. Министр образования России Васильева об этом уже говорила, что уже ввести шахматы как обязательную, значит, дисциплину, чтобы она присутствовала в школьной программе. В Дагестан как бы в числе передовых субъектов, то есть мы это раньше немножко начали вводить. В этом году мы, значит, по инициативе Минобра, Федерация шахмат и школа Карпова, школа
значит, футбольная школа Маркарова. Мы провели большую масштабную работу, было охвачено, возможно, и ваши представители были, выездные такие семинары организовали, двухдневные. Наши тренера лучшие выезжали в различные муниципалитеты, 12 разных муниципалитетов, и охватили где-то преподавателей, которые вот шахматы в школах преподают или хотят преподавать, где-то порядка 1000 человек, и было охвачено практически весь Дагестан, все муниципалитеты. То есть была работа проделана, списки составлены, сгруппированы так в тех муниципалитетах, чтобы близко было людям добираться, то есть все было продумано. И эта работа, она была завершена в конце года. Вот вчера началась выдача сертификатов уже этим людям, прошедшим со приказом Минобра. Эти люди все, значит, уже имеют соответствующий документ, удостоверяющий, что они прошли это обучение и могут в садиках, в школах и в средних специальных образованиях. То есть планируется, что и в садиках будут с этого года уже, что и в садиках хотят вести. То есть у Минобра концепция разработана по развитию шахмат. Ну, то есть как бы в республике достаточно активно вот это направление развивается. Может быть, потому что действительно поняли, что шахматы, они на 30-40% улучшают успеваемость детей в школах. Может быть, потому что очень большую работу проводит Российская шахматная федерация, СКФО, наша федерация активно, другие федерации работают. Может быть, не знаю, незатратный вид спорта, это тоже в наше время кризисное, что когда не нужно покупать дорогостоящий инвентарь, шахматы, доски и зарплату какую-то платишь тренеру, это легко, скажем, эту игру организовать, этот вид спорта в каких-то школах. Ну вот, мне просто приятно, как шахматисту и президенту федерации, что действительно я вижу, что вот и сегодняшняя встреча подтверждение тому, что есть интерес, чтобы шахматы в школах и у себя в муниципалитетах поддерживать, внедрять. Но наша задача, чтобы максимально большее количество, значит, охват был большой, и чтобы центров развития шахмат было не 3, как сейчас, скажем, Каспийск, Махачкала и Избербаш, по сути, и где-то Дербент пытаемся реанимировать, а чтобы их было больше. И районов, в которых проходят турниры, вот, и которые сегодня мы будем обсуждать, чтобы районов тоже было не 5, не 6, а чтобы их было больше. Кстати, в следующем году есть договоренность, в Карбудахкенском районе мы тоже проводим республиканский турнир, они в план мероприятий включили. И я думаю, что вот за счет моих каких-то личных контактов и просто такой официальной работы мы будем это количество расширять. Ну, хотел бы тоже своих друзей представить. Значит, Зиятханов Вадим, он, кстати, ваш сосед, он с Магарамкентского района родом. Он директор спортивной футбольной школы «Олимп» Махачкалы. Это одна из таких передовых школ. И, значит, он является членом общественного совета федерального нашего проекта «Детский спорт». Есть такой проект, я председатель общественного совета по республике, вот Вадим Амарович, он является, значит, членом общественного совета, и более того, он возглавляет ассоциацию, Дагестанское региональное отделение ассоциации школьных видов спорта, которая по России возглавляет Роднина. И вот он сейчас в Махачкале, значит, мы совместно планируем в рамках этого проекта, значит, в 3 районах Махачкалы пилотные запустить открытие спортивных клубов, 3 общеобразовательных школах. Ну, все это пересекается, то есть спорт, значит, там и шахматы в том числе в этом проекте, спорт, партийный проект, значит, то, что для нас важно, дети, школа, поэтому, значит, есть хорошие планы. И вот наш Салманов Зураб, он является у нас главным судьей, практически председателем судейской коллегии, скажем так, нашей федерации, то есть он на всех соревнованиях самого высокого уровня, республиканских, недавно этап Кубка России был, он является главным судьей или главным секретарем. То есть он у нас такой, скажем, незаменимый человек, потому что когда, значит, надо сделать сложную такую работу, связанную с судейством, с отчетами, он эту работу, если даже не знает, то он вникает и быстро ее, значит, делает. То есть его значит, работа отмечена на уровне Российской Федерации. Сказали, что многие международные арбитры не могут так оперативно и четко сдавать отчеты для обсчета международных рейтингов, как вот наш Зураб Курбанович. Ну, в заключение хочу еще раз поблагодарить своего коллегу. Я как зампредседателя городского собрания, вас прежде всего как руководителя представительного органа муниципалитета, вас благодарю за приглашение. Рад такому очному знакомству и с вами, и с вашими подчиненными, с коллегами.
И я думаю, что мы сегодня максимально вопросы, связанные с развитием шахмат и организацией, значит, нашего, который мы планируем, турнира, да, мы их максимально проработаем. И хочу сказать, что у нас есть большой опыт федерации, лично у меня и моих друзей, проведения турнира. Вот этап Кубка России мы проводим, международный турнир детский в Солнечном береге, в лагере Каргодовкинском районе. Мы уже 2 года проводим при поддержке Минобра, семьи Гамзатовых. Значит, у нас есть большой опыт проведения вот, международных российских соревнований. Я уже не говорю, мы очень много проводим и по городу, и по республике. Контактируем с Российской Федерацией, значит, с арбитрами международными. То есть у нас есть все возможности и все необходимые личные деловые контакты, чтобы ваше мероприятие, посвященное, значит, вашим 2 знаменательным юбилеям, 150 лет прославленному поэту Сулейману Стальскому и 90-летию вашего родного, значит, района Сулеймана Стальского, чтобы вот этот турнир, чтобы прошел на хорошем уровне и остался в памяти не только жителей вашего района, но и в целом, конечно, всех гостей, которые приедут, это очень важно, и, конечно, всех дагестанцев, чтобы в Дагестане это было резонансное, значит, важное, полезное и событие, которое, я надеюсь, главное, заложит основу, чтобы это было традиционным мероприятием. Поскольку любое то, что ты делаешь, мне кажется, вы как руководитель это лучше знаете, что надо закладывать, чтобы это не разовое было мероприятие, а чтобы была какая-то традиция, и это был механизм уже выстроен, и тогда это дает хороший эффект и результат. Вот именно поэтому мы вас и пригласили. Спасибо за то, что отозвались на наше приглашение. Конечно, международный гроссмейстер, опытный педагог, обучаете же детей, и опытный организатор, талантливый организатор, вас знает в республике. Поэтому для нас ваш визит очень важен. Турнир-то мы проведем, турнир турниром, а вообще заложить основу развития шахмат. Это непростая задача. Поэтому ваш опыт и ваши знания, они нам нужны, жителям района. Я думаю, вы нет не скажете, окажете содействие нам. Как это организовать, как это лучше сделать. У нас понятно, турнир, мы хотим турнир провести, здесь вы разговаривали с Шашлыком Ильичем предварительно. Да, у нас 2 таких крупных мероприятия, 150-летие Сулеймана Стальского, в честь которого назван район народного поэта Дагестана, и 90-летие нашего района. Поэтому в рамках этих мероприятий мы хотели бы и развивать, заложить основу развития шахмат и провести такой турнир уровня республиканского, видимо, это вам как-то, вы нам скажете, как это сделать. Нам окажут содействие меценаты наши, предприниматели из Питера, также дальше по проведению. Помимо того, у нас есть фонд развития района, есть благотворительный фонд УМУТ, который продвигает наши все социальные проекты. За последние годы там, по сохранению, развитию родных языков, родного языка, по культуре, по многим вот таким социальным проектам они оказывали нам содействие и окажут нам содействие. Вот мы сейчас готовимся к конференции по развитию сохранения родного языка в феврале. Все эти проекты, они осуществляются посредством небюджетных средств и бюджетных средств. Конечно, бюджеты, вы же понимаете, как не резиновые, таких денег нет. Но в любом случае, школам, мы практически всем крупным школам закупили электронные шахматы, есть другие шахматы, проводили турнир в декабре или в ноябре, когда мы проводили. Хотели уточнить нашу базу, чем мы располагаем, где какие дети есть, где какие педагоги. Есть у нас хорошие шахматисты, хорошего уровня, учителя есть хорошие. Поэтому это все как бы собрать, все как бы объединить и такой план составить развития шахмат. Вот у нас такое желание есть. Оно было у нас и ранее, но не смогли организовать в силу там, всяких объективных, субъективных причин. И сейчас, тем более, когда меценат появился, готов оказать содействие и в проведении турнира, и в дальнейшем по развитию шахмат. С этой целью мы хотели и вас послушать по организации нашего турнира. Да, спасибо. Есть у меня видение определенное насчет турнира. Насчет, конечно, развития в целом района, это именно наш вопрос. И прежде всего, я думаю, мы сегодня посмотрим, что-то, может быть, даже какой-то, сегодня у нас рабочий день, мы можем даже куда-то съездить, посмотреть эти шахматы, часы,
Ну, для того, чтобы просто, ну, понимать именно, что это. Я, может, что-то подскажу, что-то лучше можно приобрести, что-то может быть дешевле, ну, цена-качество соотношение, чтобы было. Я как понял из разговора, я и со спонсором разговаривал, в прошлом году познакомился, значит, Зурабом Урабовичем, я с ним говорил, познакомился. Я слышал про эту фамилию, знаю, что он, значит, достаточно такой активный меценат, то есть неравнодушный житель района, Дагестана, что он себя, хоть живет в Питере, но чувствует себя настоящим, как говорится, патриотом своей родины. И тем более после разговора с вами я вот понял, что по срокам где-то мы ориентируемся на май-сентябрь, да, вот этот период временной. Это очень хороший период, надо отталкиваться еще от календаря. Соревнования предполагается, как я понял из разговора, даже не республиканского, а всероссийского уровня. Ту поддержку, которую нам, значит, людям, кто проводить будет турнир, обещает ваш меценат, ну, оно достаточно для того, чтобы его провести на уровне как минимум СКФО, наших ближайших соседей, может быть даже из Баку, и для того, чтобы пригласить также из других. И, как мне кажется, этот турнир мы будем проводить в формате 2 дня, ну, то есть день приезда, 2 дня соревнования само и день отъезда. То есть они фактически будут 3 ночи, там, где они будут расселяться участники, и 2 дня игровых, то есть 2 дня будут соревнования. Достаточно такой экономичный формат, выгодный для гостей, выгодный для организаторов. С одной стороны, можно за это время и турнир провести, и презентовать, значит, организаторов, людей, район, тоже цели, которые обозначены. С другой стороны, это тоже не классический турнир, который 9-10 дней длится, и, скажем, это так, немножко все устают от постоянного такого организационного напряжения. Что касается сроков, я думаю, предположительно, самое хорошее время будет это вот как раз, когда заканчивается пора, такая немножко суета, связанная со школой, то есть ЕГЭ. Да, ну ЕГЭ, может, в какой-то мере. То есть 2-я половина июня – это наиболее оптимальное время проведения такого соревнования. Плюс, конечно, это и по календарю я знаю, в принципе, и по моментам, связанным с участием потенциально, что и дети же, наверное, юноши захотят, школьники играть. То есть турнир, предположительно, я предлагаю провести среди взрослых, то есть это будет турнир среди взрослых, но при этом в чем его преимущество? То, что в шахматах, когда играет турнир среди взрослых, то могут играть все категории людей. То есть и могут и дети участвовать, и женщины, и ветераны, и любые категории. Поэтому таким образом мы вовлечем максимально большое количество и наших земляков, и приезжих, то есть ограничений не будет. Кто захочет участвовать, будет 200 человек, 200, 300, 300 человек. Значит, вопросы, связанные с приданием его статуса всероссийского турнира или, значит, сопоставимого уровня, это будут мною, значит, лично решены федерацией через Российскую шахматную федерацию. Мы хорошие контакты, дружим с их руководством. Поэтому, значит, Российская шахматная федерация нас поддерживала и поддержит. То есть этот турнир будет обязательно минимум всероссийского уровня. И хотелось бы, конечно, чтобы это мероприятие посетил какой-то легендарный, скажем, спортсмен, шахматист. Как у нас в республике часто это практикуется, приглашение, там, Карелин к нам приезжал, там, значит, Хабиб Нурмагомедов, наш земляк, понятно. Значит, есть идея такая, она и так самостоятельно существует, но в рамках того, что такая идея уже есть, объединить с проведением турнира посещение открытия или закрытия этого турнира, чтобы перед участниками выступить или же наградить их, или просто приветствовать нашего легендарного спортсмена Анатолия Карпова. Значит, почему Анатолия Карпова? Потому что он с Дагестаном связан. Он, во-первых, у него его правая рука помощник, это фактически у него лезгин, но он азербайджанский лезгин, но тем не менее это как бы наш человек. Во-вторых, Карпов уже в Дагестане был 15 лет назад, и он очень тепло отзывается о Дагестане, о наших земляках. И в-третьих, что школа, которую я возглавляю в Махачкале, эта школа носит его имя, школа Карпова. По его словам, он всем дагестанцам говорит, до меня доходила эта информация, что у вас, говорит, по оснащению, то есть вот как само здание, по тренерскому составу, одна из лучших школ в России. Не только на юге России, ЮФО, СКФО, но и в России. У него в России школ носит, которые его имя, порядка 50 школ. И еще где-то 30-40 школ, которые за границей.
А всего, если брать не именно субъекты страны, а всего брать количество школ, у них это около 500-600 школ, которые носят его имя. Поэтому вот такая идея есть. Я думаю, это нам что даст? Карпов, он зампредседателя комитета Государственной Думы, депутат уже не одного созыва. Он, значит, очень серьезный общественник, фонд мира долгое время возглавлял в Москве. Он вице-президент Российской шахматной федерации. Он многократный олимпийский и чемпион мира. Значит, ну, его знают, в принципе, его фамилию, имя знают, наверное, здесь кто сидит, даже шахматами не увлекается, все знают. Это нам даст, что значит, на это мероприятие с его приездом будет самое повышенное внимание наших органов власти, нашего руководства республики, спортивных ведомств и так далее, правительства, народного собрания. То есть, вот до сих пор вспоминают, как покойный наш любитель шахмат большой Ярослав Каджиев, вот, Мурада Станиславовича дядя, как он в сеансе одновременной игры, который Карпов давал, выиграл Карпова. Единственный из 20 человек, он его выиграл. Эту партию опубликовали в газете, и он, значит, в парке, где шахматы играл, он говорил, и все в Дагестане об этом говорили, знали, что вот, что, Ярослав выиграл, что ли, все говорили, Ярослав Гаджиев Карпова, да, есть партия, значит, есть газета, есть память, все. Gönüllü fikirdiz kaçın vay, zurba akajnar vini derecede txon, vasanla şahmatar sportun jürekes, maşurun va gehenşerun patal, kuatkan va yoldaşri çipin fikrar lahana. Ехирдай муниципальный районный кали görüştüğü netice kona ve şahmatın siftejizvay zorba forumdiz kısandıka sazur koniz evergana.